Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Сапьяновой Маргарите Насырхановне. Верховный суд по рассматриваемому обращению представляла свои доводы, свою позицию, вернее. Сейчас я хочу остановиться на некоторых местах. Так, частями 1 и 3 статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что вступивший в законную силу приговор, а также вступившее в законную силу другое решение суда по делу, разрешающее его по существу, обязательны для всех государственных органов, организаций, граждан в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, о котором они вынесены. Данное положение не препятствует отмене, изменению приговора и других решений суда в апелляционном кассационном порядке по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Вступивший в законную силу приговор суда, в котором решен вопрос о возмещении материального ущерба, морального вреда, обязательно в этой части для суда при рассмотрении дела в ходе гражданского судопроизводства в части вопросов, нерешенных в порядке уголовного производства. Преюдицией является обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица. Основная задача преюдиции в уголовном процессе также состоит в исключении противоречий между судебными актами, которые ранее были установлены и зафиксированы судом, вступившим в законную силу приговором суда, а также вступившим в законную силу другим решением суда по делу, разрешающим его по существу. Вновь принимаемый судебный акт не может повлиять на достоверность установленных уже вступившим в законную силу преюдициальным судебным актом обстоятельств. То есть положение данной нормы предотвращают противоречивое доказывание одних и тех же обстоятельств, обеспечивая процессуальную экономию, поддержку и повышение авторитета суда и социальной ценности этих его актов, то есть судебных актов. Институт преюдиции тесно связан с конституционным принципом презумпции невиновности, принципом недопустимости двойного судебного преследования, гарантией права каждого на судебную защиту прав, которые находят свое отражение в международных правовых документах, в том числе соответствующих положениях Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах. Преюдиция способствует развитию становления определенного правового порядка, обеспечению стабильности и предсказуемости правовых норм и практики их применения, которые невозможны без обеспечения реального исполнения вступивших в силу правоприменительных актов. Вместе с тем, вступившим в законную силу решением суда обстоятельства приобретает преюдициальное значение только для определенного круга лиц, в отношении которых установленные судом факты охраняются законной силой судебного решения, исключительностью и обязательностью. С учетом изложенного, указанное правовое регулирование не охватывает правовую ситуацию, на которую ссылается заявитель. Конституционный суд Кыргызской Республики в своем решении от 4 июня 2025 года также признал институт соглашения о признании вины в порядке статей 500-504 УПК допустимым в рамках конституционного правопорядка, поскольку обеспечивается правовая определенность, достигается необходимый баланс между эффективностью уголовного преследования и защитой прав обвиняемого, а также реализуется процессуальная экономия. Также в указанном решении подчеркнуто, что само по себе выделение уголовного дела не означает предрешение вопроса о виновности обвиняемого, не участвовавшего ранее в рассматриваемом уголовном деле. Вступивший в законную силу приговор, вынесенный в рамках выделенного производства на основании соглашения о признании вины, не обладает преюдициальной силой в отношении других обвиняемых по основному делу, что гарантирует последнему основное конституционное право, право на защиту. Согласно статье 23 УПК каждому гарантируется судебная защита прав и свобод на всех стадиях уголовного процесса. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, оценивается судьей в совокупности с другими доказательствами. Вместе с тем, действующая редакция статьи 142 УПК не содержит раздельного нормативного регулирования этих процедур. В связи с этим Конституционный суд в мотивировочной части указал о необходимости внесения изменений в УПК. Мы тем самым полагаем, что обозначенный вопрос будет разрешен при исполнении решения Конституционного суда 4 июня 2025 года. И следует отметить, в настоящее время данный законопроект находится на согласовании и над ним работа ведется. И в части требований
решение вопроса о возмещении материального ущерба только в рамках уголовного дела, так как в УПК отсутствует понятие гражданского иска в уголовном процессе, как указывает заявитель, да, что согласно пунктам 9, 10, 11, 12 статьи 346 УПК судья при постановлении приговора разрешает такие вопросы, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для возмещения материального ущерба, морального вреда или возможной конфискации, подлежит возмещению причиненный ущерб при конфискации имущества, подлежат ли возмещению материальный ущерб или моральный вред. И на основании статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по основаниям, предусмотренным данным кодексом. Положение нормы части 3 статьи 95 УПК, устанавливая обязательность выводов приговора суда по вопросам ущерба в пределах уже разрешенных судом, направлены на предотвращение повторного спора по одним и тем же обстоятельствам, а также на обеспечение правовой определенности и стабильности судебных актов. При этом суд, рассматривающий дело в порядке гражданского производства, сохраняет полномочия исследовать и разрешать те аспекты вреда, которые не были предметом рассмотрения в уголовном процессе. Такой подход не нарушает конституционные права сторон, включая право на судебную защиту, поскольку обеспечивает баланс между принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство. Следовательно, оспариваемая норма не исключает возможности обращения в гражданский суд для защиты имущественных интересов потерпевшего и не возлагает на уголовный суд обязанность исчерпывающе решать весь объем имущественных требований в рамках уголовного дела. И на основании вышеизложенного Верховный суд считает, что части 1 и 3 статьи 95 УПК соответствуют нормам Конституции. Наша позиция вот такая.